частных проектах я говорить не могу, получается, это конфиденциальные данные. Ага. А что касаемо именно общественных проектов, получается, мы сейчас реализовали мобильное приложение для изучения хакасского языка, но мы там запоролись над тем, что у нас контента нет. У нас сейчас в Хакасии нет готовых преподавателей, которые бы на безвозмездной основе могли бы разработать или поделиться своей базой, наработкой баз данных для изучения хакасского языка. Получается, все хотят какую-то оплату, но у нас, получается, проект он идет некоммерческий, он идет для общества. Мы с него даже сами нисколько не получаем, не получим даже. Доступно. Который был еще в прошлом году, мы выпустили в декабре. 1 декабря мы выпустили, может сказать, 30 ноября. Получается, прошла презентация, сам по себе проект хороший, мы на него дальше выпускаем обновления, то бишь мы не загружаем его в Google Play, у нас он на сервере как бы работает, мы там проверяем, получается, думаем, как дальше добавить его, но смысла по факту сильного нет, потому что контента у нас нет. Мы выходили на связь с другими школами, с преподавателями частными. Кто хотел бы на бесплатной основе сделать это, они, получается, через неделю-две уже начинают теряться. Работа, школа, не до нас. Получается, кто прям хотел бы сделать, они деньги просят. Это одно приложение получается, да? Да, сейчас мы выпустили проект SkyTech клавиатура. Мы сначала хотели сделать хакасскую клавиатуру, написать название приложения, но так как мы хотим в дальнейшем выходить на более крупный рынок, то бишь брать другие языки, тувинский, шорский и различные языки мы хотим брать, и поэтому пришлось назвать SkyTech клавиатура, а дальше внутри уже пользователь будет выбирать, какую ему клавиатуру можно выбрать. Может быть, хакасскую, шорскую, тувинскую, алтайскую. В этом была суть названия проекта и переделка. Это, получается, мы переделали буквально за 15 дней, за 20 дней до самой презентации мы это сделали. Презентация уже состоялась, да? Как бы она состоялась, как бы нет, получается. По факту мы хотели провести в правительстве Республики Хакасия, отчасти провели, но полноценно мы не смогли, потому что там не было проектора. Там был проектор старого поколения на VGA, там, получается, был VGA кабель, а у нас техника Mac. Там идет Thunderbolt 3, и поэтому мы не смогли подключиться к их проектору и презентовать хорошо продукт. То бишь я там просто рассказал о проекте вкратце, и все можно сказать, можно уже скачать, загружать, пользоваться бесплатно. И получается, и вкратце о хакасском языке в интернете тоже рассказал, и все. А так полноценную презентацию мы не готовили, мы не планировали полноценную прям презентацию сделать. Да, сейчас, получается, она доступна на 21 134 устройства на сегодняшний день. Эти устройства поддерживают сейчас хакасскую клавиатуру. Сколько человек уже на сегодня установили данный шрифт клавиатуру? Получается, анализ пока мы проводить не будем. Примерно к концу ноября мы уже проведем уже полный анализ, пока мы сильно даже не пиарились. В конце месяца, думаю, потому что сейчас анализ, в принципе, бессмысленно делать. Потому что оно даже по факту не пиарилось. Завтра, послезавтра я отправлю материалы в редакцию для публикования. Кто хотел бы публиковать там на своих газетах, своих СМИ, могли поделиться. Хочу от себя сказать, что я на своих соцсетях, группах, страницах распространил. Люди пишут, что установили, даже благодарят некоторые. Это хорошо, если им нравится. Как говорится, все для общества, все для людей. Так, это у нас все для андроида. На iOS сейчас у нас идут проблемы, получается. По факту мы выйти на iOS можем, но у нас там будут идти риски. Риски в формате, это получается разработчиков, там опять же на Swift программируется. Это раз. А второе, это риски с опубликованием. То бишь, если мы публикуемся, есть варианты, что, допустим, отчасти нас могут заблокировать, либо нас могут не выпустить. Публикация на проекте, то есть у них на площадке стоит 10, примерно 9, от 8 до 10 тысяч рублей стоит публикация разработчика. У нас на сегодняшний момент таких свободных денег, чтобы разбрасываться десятками, нет. По факту мы можем оплатить, но я пока не вижу в этом сильного смысла, и я пока не собираюсь туда оплачивать и нанимать разработчиков, дальше подтягивать силы, потому что если бы Хакасия или правительство Хакасии заинтересовалось бы в этом, что нужно поддержать проекты, нужно увеличить финансирование, нужно встретиться. Даже на собрании, когда мы собирались, получается, там был депутат Верховного Совета по общественным вопросам национальной политики, он даже, получается, там сказал Валентину Олеговичу Коновалову, что
Вот, меня, вот такая Борисова Мучакова и там еще Шоевы вроде были. Такие проекты нужно финансировать, их нужно увеличивать, их надо поддерживать. Коновалов толком ничего не ответил, сказал, да, вот мы сейчас будем увеличивать. Но дело-то, видите, не в грантах, а дело в прямых контрактах, в прямых взаимодействиях. Чтобы они, допустим, или чтобы я к ним вышел, сказал, что вот мы сейчас это можем сделать, и они такие, да, давай, получается, сделай. По итогу реализации, тогда, получается, можно будет оплатить тебе деньги, да. Ну, пока нет такой заинтересованности. В формате грантов, там, по 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, там даже ничего не сделаешь. У нас на расходы больше вышло, чем 100 тысяч. Нет, деньги у них есть, просто они не выделяют на определенные проекты. У них на туризм выходит, да, миллионы, у них хорошие деньги выходят на туризм. Вот, получается, на сохранение языка, вот, на какие-то концерты у них выделяются, но, на мой взгляд, я не вижу сильно смысла в концертах отчасти. Часть концертов можно сократить, можно профинансировать IT-организации. Потому что сейчас у нас век цифровых технологий, и нужно развивать хакасский язык. У нас, получается, есть коллеги с Республики Татарстан, мы сейчас ведем технический проект вместе с ними по онлайн-школе. Вот, получается. У них очень интересный проект по технической особенности. Получается, мы сейчас ведем это все. Очень хороший проект. Но вот опять же, туда, на их проекты выделяются большие деньги, и они хорошо реализовываются. И у них в республике хорошо говорят на татарском языке. А у нас такого нету. Мы, получается, даже в грантах участвовали от Министерства образования. Это, получается, был август. С Минобром мы с ними работали. В итоге мы не прошли, потому что не понравилось там название проекта и какие-то еще некоторые критерии. Им не понравились. А какой проект у вас был? Мы хотели выставить на публикацию онлайн-школу. Получается, полностью готова онлайн-школа, мы там уже заложили деньги на преподавателей, там, получается, больше суммы идет на педагогов. Техника у нас своя есть, камера, оборудование, съемка помещения, у нас все это есть. Сильный проект выдвинули, да? Да, мы выдвинули, по факту, можно сказать, флагман, который мог бы работать на долгосрочное время, очень долго, и можно было бы развиваться там в дальнейшем. Но его забраковали. Получается, там другие проекты выбрали. Ну, так вот бывает. Но если Минобр не слышит вас, может быть, есть смысл в следующем году на грант Минатса снова подать? Минатса опять на 100 тысяч. Ну, в принципе, да, почему бы нет, если они предлагают, почему бы не пользоваться. Пока на сегодняшний день только Министерство национальной политики именно сейчас оказывает такую помощь в развитии и прочее. И деньги выделяет. Это лучше, чем на самом деле ничего. Но хотелось бы, конечно, больше убедить бы сегодняшнего главы именно. А так пока ничего не видно, как работают. А гранты, которые объявляет, скажем так, Министерство экономического развития, туда не подходите с вашими проектами? Нет, получается. Мы проходим как IT-компания, и по некоторым критериям мы у них не проходим. У них были какие-то туристические моменты, да, у них был туристический момент один. Там у них проходили только организации, связанные с сферой туризма. То бишь у нас IT-компании, мы можем проходить только по IT-сфере. И вот у меня такой вопрос вот по поводу вообще выпуска. Это вообще огромный проект получается. Да, я тебе уже говорил. Клавиатуры для компьютера с отдельными хакасскими буквами. Это вообще реально? Ты имеешь в виду физическую? Да, это реально. Это сделать как можно. Тут главное найти поставщика. У меня даже были мысли, может быть, обратиться к Оклик. В их завод, может быть, они займутся изготовлением. У нас на сегодняшний день для бизнес-решений коммерческих организаций, некоммерческих, также Оклик решается хорошим решением, тем, что у них дешевая продукция и очень долгосрочная. Долговечная. Понятно. Ну, вот думали к ним обратиться, на их площадке реализоваться с тем же софтом, только по другим названиям. То есть в будущем, возможно, у нас появится клавиатура с хакасскими буквами, да? Ну, возможно, если бы кто-то этим заинтересовался, то да, это можно было бы сделать. Но мы для интереса, если деньги лишние у нас будут, то пилотную версию мы выпустим, и кто хотел, они получат ее. А как вы не интересовались, у других народов России есть такая клавиатура со своей кнопкой дополнительной? Кстати, нет, не интересовался, это очень интересный вопрос, никогда не видел. Возможно, мы будем первыми, да, если сделаем? Ну, вообще, таких среди тюркоязычных, таких маленьких, да, мы будем первыми, да, я уверен в этом. Возможно, да. Но там есть же, опять же, Казахстан, есть Турция и прочее. Ну да. Это же тоже можно сказать. Но у них-то есть, наверное, свои буквы, естественно. Да, это крупные народы, да. Крупные страны. Что касаемо маленьких народов, да, там мы будем первыми. Я в этом уверен. Тут главное, чтобы был спрос. Если у нас будет спрос, либо будет хоть какая-то поддержка, да, мы сделаем это. Ну, спрос, я думаю, будет.
Это прикинь, если бы, например, правительство Хакасии сделало, да, вот заказ, это для школ только сколько надо будет клавиатур таких. Уже пару тысяч клавиатур, мне кажется. Это да, тоже верно. И в свободной продаже, чтобы они оказались. Я бы сразу первый же день пошел бы, купил бы себе такую клавиатуру. Ну, над этим вопросом надо прям задуматься хорошенько. Думаю, до конца ноября я найду поставщика, либо с кем-то свяжусь, кто точно готов дать ответ на реализацию данного проекта. Если, в принципе, деньги будут, мы пилотную версию обязательно закажем. Проверим, раздадим людям, кто хотел бы протестировать. А возвращаясь к клавиатуре для Android, которая была выпущена на днях, когда там появится шорсткий язык, шорсткая раскладка? Думаю, до конца ноября точно появится, потому что сейчас 15 ноября у нас будет анализ данных, и среди скачанных людей какие были ошибки, неудобства. Среди тестировщиков мы уже отчеты давно уже получили, и все, в принципе, отчасти стабильно. Там с раскладкой были проблемы, прям последние дни вот прям получили вот ответ, то, что вот слегка неудобно, тактильная получается, мышечная память вот, слегка вот на другие буквы нажимать. Мы сейчас чуть переставили. Вот, сейчас посмотрим, последний отчет получим от обычных пользователей, и там уже будем уже точно уже знать, когда выпустим шорсткий язык. Но я думаю, это будет до конца ноября. Это точно будет. Так, ясно. Акай, первый раз, когда я о вас услышал, ваше имя было связано с театром Читаген. Чем вы там занимались? Актером были? Нет. Я там как технический специалист. Хорошее взаимодействие. Друг другу помогаем, работаем вместе. Сегодня было на Аквантуриуме, это где Республиканский музей, знаете, да? Да. По сайтам пробежались, открыли сайт театра Читаген, и оказывается, есть сайт у Топановского театра Хакасского. По мнению того специалиста, с которым я разговаривал, у Читагена сайт лучше. Это вы? Да, это получается наш проект. Но он, получается, он идет такой, это один из проектов, который идет на долгосрочное, мы его постоянно поддерживаем, где-то можем его менять, это все по распоряжению заказчика, как захотел, так и сделать. Тогда вопрос следующий. Если вы сделали сайт театра Читагена, вы еще кому-то можете сделать, да? Вы разрабатываете сайты? Да, мы разрабатываем интернет-магазины, сайты, мобильные приложения, онлайн-школы такие вот, такого формата. И сколько это будет стоить примерно? Это зависимо от сложности. Бывает и прям очень дешево, бывает и за 3000 даже. Бывает и за 5000. Вот. Это зависит от сложности, что хочет в итоге человек и какую роль он играет. Если получается, может быть, на самом деле его цели очень благие, почему бы и почти не за бесплатно сделать сайт. И вот такой вопрос. С этим специалистом с Квантуриума мы сегодня открывали сайт Республиканской газеты Хакасчиры и сайт ГТРК Вести Хакасия. В Хакасчиры, получается, эти хакасские буквы рожки не на месте стоят, то направо, то налево. И этот специалист говорит, что сайт можно сделать, привести в порядок, вот эти вот буквы. Можно, думаете, да? Без лишних затрат. Это надо с их специалистом разговаривать уже, кто его обслуживает. По факту это да, это можно сделать, надо слегка просто поковыряться в ТМС. Нет ничего невозможного, да? Части это как бы правильно, да, выражение, ничего невозможного нет. Бывает лишь нехватка опыта, либо нехватка знаний, либо нехватка мотивации. Ну, различные факторы. А как можно сделать? У нас уже бывало такое, то, что технологии опережали свое время. Ну, просто хакасский язык отстает, да, вот от он сейчас от времени. Отстает. Да, он, получается, сейчас хакасский язык, он сейчас от времени отстает в формате размещения. Им просто, получается, сейчас не занимаются именно сейчас правительство, именно сейчас главе. Ну, по факту это сейчас невыгодно. Они так сейчас считают, и, можно сказать, хакасов забросили на хакасскую культуру, хакасскую национальную ценность, все это откинули на 20 лет назад. Надо же все время идти в ногу со временем, а тут раз... Да, ну, возможно, если бы глава был бы, допустим, возможно, другой, да, части национальности, других обычаев, да, вот, возможно, он бы поднял бы эту тему, либо назначил бы правильно курирующих министерства, либо отделы по развитию этого языка. Но он просто, получается, не видит. Может быть, наоборот, все так же осталось бы, не развиваясь. Аскизский район, посмотрите, откройте YouTube канал Аскиз ТВ, хакасского языка там мало слышно, абсолютно мало. Да, такие вот проблемы бывают. В ближайшем будущем, получается, еще раз, что ожидать? Подсказать, точнее, кто первее выйдет, не могу, но мы сейчас ожидаем перезапустить хакасский язык приложения. Мы ее сейчас хотим перезапустить и добавить озвучку, добавить чуть-чуть улучшенный интерфейс и добавить новые возможности.
У меня еще были пару мыслей в формате для детей, получается, для общего общества в целом. Мы там открыли новый отдел, он, получается, будет заниматься именно анализом структуры слов и конкурсов. То бишь, раз в месяц, либо раз в 2 недели они будут публиковать, будут, получается, выводить конкурсы, допустим. Нужно на время, допустим, решить 15 задач, на хакасском языке перевести, выбрать правильный ответ, либо что-нибудь еще, либо правильно выбрать озвучку слова. И пользователь решает, и по истечению недели мы, получается, на базе уже считаем, кто набрал больше всего очков, и исходя из этих данных, мы хотели бы направить данные в Министерство национальной политики, чтобы они, допустим, по 5000 рублей их наградили, к примеру, да, вот. Потому что они сейчас занимаются поддержкой для первоклассников. Вот мы бы хотели, чтобы такое тоже там поучаствовали в этом моменте, чтобы именно в формате мобильных приложений, чтобы это все было. Такого сделать. Но мы, в общем, грубо говоря, мы хотим перезапустить хакасский язык. Прям хорошо, да, хотим его перезапустить. Приложение, да? Да, мы его хотим перезапустить прям знатно. Сколько человек скачало это приложение, пользуются этим приложением? Так, я что-то давно уже не смотрел уже, по этому приложению уже не смотрел. Ну, я тоже первый раз, когда вот запустили, вот видел, и это приложение плохо работало, и не стал туда заходить. Забыл, что есть такое приложение вообще. Нужно тестировщиков набирать, нужно набрать учетные данные, все в этом, исходя из этого. Потому что мы не можем под каждый телефон подпилить софт. Это нужна прям хорошая, стабильная команда разработчиков, которые будут постоянно сидеть на зарплате и показывать ключи. По поводу отдела по развитию хакасского языка при правительстве Хакасии, нужен такой отдел? Ну, да, на самом деле он нужен. Он нужен, очень сильно нужен. Нам даже нужно, получается, отдел по развитию, по делам молодежи. Это нам нужно. У нас есть, да, получается, там пару человек, кто занимается развитием молодежи. Но это все, это не то, это все фигня. У нас есть парламент при Верховном Совете, в котором я опять же состою. В молодежном парламенте я состою. Это тоже фигня. Есть получается, есть молодежное правительство, это тоже фигня. Нам нужен хороший, полноценный отдел, который будет находиться на зарплате, который будет именно решать дела. Будет, получается, заниматься развитием молодежи. А нам общественники не нужны, потому что общественники это как, можно сказать, однодневная организация. Они как бы сегодня есть, завтра их нет. Но если человек на зарплате, на нем есть ответственность. Значит, и тут не будет результат. Да, отдел нужен, он прям обязательно. В других республиках он есть. Это у нас почему-то в Хакасии это все у нас сейчас отстает именно. Вроде бы что-то хорошее делается, да, а потом раз поговоришь со специалистами, оказывается, мы еще отстаем. Все время. Ну, вообще, да, нам еще развиваться. Но если бы у главы было бы желание это все развивать, если было бы у него желание... Я хотела Майнкрафт. Ну, все это развивать, конечно, бы уже выпустили. Но у него нет такого желания, по крайней мере, я не видел. Даже вот, получается, в формате презентации, то, что мы-то, получается, провели, точнее, что ты там рассказал, отчасти провел. Ну, просто он сказал, что да, все хорошо, очень серьезный, сильный проект, это очень прям хорошо, я прям поддерживаю. Но можно, опять же, поддержать на словах. У нас тоже есть аудитория тысячная, которая нас поддерживает, нашу организацию, нашу деятельность. Но по факту финансовой поддержки никак мы не получаем. Это у нас финансирование идет, грубо говоря, от наших частных проектов. Какая пару слов о себе? О себе. Где родился? Откуда взялся? Я родился в городе Абакан. Я вообще с Абакана. Но я раньше в Аскидском районе часто бывал на выходных, когда в школе еще учился. Отец у меня Борис Вадимович, он, получается, обычный рабочий. Вот. Ну, я сейчас состою в молодежном парламенте, председателем национальной политики и культуры и образования. Получается, в молодежном парламенте Верховного Совета. И опять же, я депутат муниципального образования Пуланколь. Родился в Абакане, вырос в Абакане. Какая связь с Пуланколем? Да, ну, в Пуланколе, получается, я у них депутат. Я у них депутат избранный. А почему именно Пуланколь? Я, получается, подавал заявки в Аскид, подавал. И, получается, Пуланколь подавал. Пуланколь, потому что отчасти где-то если там тоже когда-то появлялся отчасти, кто-то до меня знает. Корни оттуда, да? Нет, у меня там вообще родственников никаких нет. А родители сами откуда? С Кызласа. С Кызласа? А по матери ты кто? Ой, я даже не знаю. Ты знаешь, как у матери девичья фамилия? Я с матерью не общаюсь. А отец воспитывал, да? Но я с отцом. Мачеха? Чего? Нет, он холостой. А сколько у вас в семье братьев, сестер, в общем? 3. Они двоюродные. Родных больше нету, да, у тебя?
Нет. Семейное положение, холост, женат, сколько детей? Холост, детей не имею. Сколько полных лет? Сейчас невесту найдем. 23. Совсем молодой. Вся жизнь впереди. Ну, главное, чтобы дела шли. Еще не виделись, не встречались, так по телефону общаемся. Но по моим ощущениям ты сильно высокий. Сколько метров рост? У меня где-то 1,77 м. О, сильно высокий для хакаса. Да, мне кажется, вообще низкий. Гном, мне кажется, потому что люди повыше есть.